Комплексная застройка микрорайонов должна предусматривать и строительство социальных объектов, школ и детских садов. Об этом говорили сегодня в Госсовете на совместном рабочем совещании бюджетного комитета и комитета по соцвопросам. Поводом для этого стала неприятная история в Сыктывкаре при строительстве домов. В одном из спальных районов застройщик отказался от строительства обещанного детского сада, что возмутило многих людей, кто приобрел квартиры в соседних жилых комплексах. Рекламная кампания застройщика, которая дала информацию, что при объединении квадратов помещений будет в том числе в этом районе детский сад. То есть есть смысл, надо дождаться или проверки, или может уже есть результат прокуратуры в части действий, бездействия застройщика совсем вытекающего. Обещание застройщика построить детский сад закреплено лишь в соглашении о намерениях, и привлечь его к ответственности в этом случае сложно. Впредь, чтобы подобные истории не повторялись, региональный МинЖКХ сейчас разрабатывает порядок, чтобы вопросы о новых детских садах и школах решались на стадии выдачи разрешения на строительство жилых домов. Поручением главы как раз прорабатывается вопрос, чтобы выдавать разрешение на строительство с учетом существующей вокруг инфраструктуры. Либо, если ее не хватает, то должна быть какая-то социальная нагрузка, либо это должно быть предусмотрено за счет бюджета строительства как раз инфраструктуры, то есть это детских садов, школ и так далее. Участники рабочего совещания заслушали информацию о строительстве социальных объектов в городах и районах Коми. Отдельное внимание в сфере здравоохранения. По программе модернизации первичного звена на период до 2025 года в Коми предусмотрено строительство 63 объектов, в том числе 55 ФАПов. Ресурсное обеспечение программы 6 миллиардов и почти 170 миллионов рублей, более половины из которых выделяется на строительство и ремонт объектов здравоохранения.